Кирч ах ди қырхиты, цедали тышайдагыр. Хиқылачы, мехкі, лятты, нанасынны лырдыр. В каждой строчке отдельный глубокий смысл. Ахмед Ведижев затрагивал в своих произведениях темы, о которых многие молчали. Его рассказы знает каждый еще со школьной скамьи. В 60-е годы, когда ингушская проза еще не набрала своих мощных оборотов, он один из первых выпустил в свет свои произведения об ингушах на родном языке, а потом в переводе на русский. Я бы еще подчеркнула бы его самобытность. И нигде, ни чуточку я не усомнилась в том, что это его мысли. Что у него нет ни одного подражания, ни в чем. И есть свой ведижевский литературный почерк. Ахмед Абубакарович родился 10 августа 1919 года в семье крестьянина Чечено-Ингушской СССР. Отец писателя до Октябрьской революции занимался хлебопашеством. Это и заложило основу для его произведений. В 1934 году юный Ахмед окончил Плиевскую неполную среднюю школу, а в 1938 – Грозненский нефтяной рабфак. В конце 30-х годов Ахмед Ведижев успел поработать несколько лет там, в газете «Сердало», на радио и так далее. Но в августе 1941 года он ушел на службу в армии и прослужил до ноября 1943 года. И 43 ноября он был демобилизован и уже через пару месяцев вместе со своим народом был выслан в Казахстан. В Казахстане Ахмеду приходилось трудиться на совершенно различных должностях, которые не имели никакого отношения к писательскому труду, к литературе. Так было до 1957 года. С июня по август Ахмед Ведижев работал заведующим отделом экономики газеты «Сердало», окончил двухгодичные высшие литературные курсы при Союзе писателей СССР в Москве. До мая 1962 года работал редактором Чечено-Ингушского книжного издательства, а с мая 1962 редактором литературного художественного альманаха «Утро гор». Именно этот период можно считать началом его творческой деятельности. Это огромный труд. И самое главное, они все были очень высокого уровня. Все его произведения были очень высокого уровня. Один из его самых ранних рассказов «Мути Ноурыжи», этот рассказ, даже на моей памяти, он всегда транслировался по радио и всегда вызывал иногда даже смех, не просто улыбку, а даже смех у всех слушателей. Этот рассказ ингушским слушателям очень нравился. Занимая должность в альманахе после возвращения вайнахского народа на родину, из ссылки Ахмед Ведижев помог многим сделать первые шаги в литературе, в том числе и Ахмеду Бокову. Среди его друзей были такие знаменитые литераторы, как Идрис Базуркин, Джамалдин Индиев, Ахмед Боков, Багудин Зязиков, Саид Чахкиев, Магомед Мамаков. Именно благодаря прекрасному окружению и настоящей любви к творчеству Ахмед Абубакарович издал 14 сборников произведений на ингушском языке и 9 на русском. Главным лейтмотивом его произведений, я бы сказал, иногда даже едкое высмеивание наших недостатков, которые присущи нашему населению и в первую очередь ингушскому народу. Он пытался высмеять все, что, по его мнению, было недостойно. Мужчины, женщины, не имеет значения. И в своем творчестве он утверждал все то, что он считал нужно для ингушского народа, для того, чтобы ингушский народ вошел в семью всех братских народов на равных. Ингушский писатель, поэт, драматург, переводчик Ахмед Ведижев не только писал художественные произведения, но и переводил их. Все это в нем очень здорово сочеталось, потому что когда человек знает два языка хорошо и имеет большой творческий багаж за спиной, разумеется, он переводы делает соответственно. Он переводил замечательным образом Пушкина, Лермонтова, Толстого, Тихонова. Посмотрите, какие имена. И эти переводы очень содержательны,
точны и красноречивы. Ахмеда Ведижева не стало 26 лет назад, но имя народного писателя давно стало бессмертным. Его любят и чтят благородные потомки. Как говорится, человек жив до тех пор, пока жива память о нем. Он писал о народе и для народа. Ахмед Абубакарович – человек неподражаемого юмора и наблюдательности. Его произведения навечно останутся в сердцах ингушского читателя. Хава Гагиева, Мухаммед Белакиев, Новости 24.